Видели ли вы такие примеры в своей жизни, что мама очень хотела стать в детстве балериной, она не стала, и в итоге теперь ее сын вместо того, чтобы ходить на секцию по рукопашному бою, ходит в балетную школу? Наверное, видели. Очень часто родители свои нереализовавшиеся мечты, кем они хотели стать или чем они хотели заниматься, реализуют в своих детях. Но забывают совершенно спросить своего ребенка, а ему это нравится, а ему это действительно хочется. Какой здесь вариант? Вариант самому реализовывать свои мечты. Если у вас была мечта о фигурном катании, или о сноуборде, или о конном спорте, или о путешествиях, или еще о чем-то, найдите возможность, а возможности все рядом с нами. Просто нужно в это поверить, что это реально и это возможно. Найдите метод, как можно реализовать свою мечту, и не мучить ребенка своими мечтами. У него есть свои, пускай живет своей жизнью. Если вы не знаете, какое предназначение у ребенка, чем ему заниматься по жизни, обратитесь к специалистам, и они вам наверняка помогут. Одну секунду. Можно сказать, что в нашей студии мы помогаем, или это реклама студии, то есть мы помогаем найти предназначение? Или на нашей... Можно. Мне кажется, это такая уловочка уже, да, видишь, что как бы в голову отводит. На наших занятиях в ментор-студии мы как раз и помогаем детям найти свое предназначение, тем самым решить огромную головную боль, которая есть у родителей. Поэтому мое пожелание, дорогие родители, реализуйте свои мечты сами, это же ваши мечты, ваши дети здесь вообще ни при чем. И оставьте им их свои мечты, и пускай они реализуют их сами. Желаю вам как можно большего воплощения ваших мечт наилучшим образом.